гости, встречайте, ведущие нашего концерта, выпускница Ростовского государственного медицинского университета Мархиева Залина и студент 4-го курса Донского государственного технического университета Гидриев Магомед Башир. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дорогие друзья! В этот торжественный вечер мы рады приветствовать всех вас, уважаемые гости, на нашем концерте, который проходит в рамках празднования Дня народного единства. Этот, казалось бы, новый для всех россиян праздник стал уже родным и традиционным, а событию, к которому он приурочен, исполнилось в этом году ровно 400 лет. Почти 4 столетия назад, в ноябре, народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы. Это событие уникально тем, что это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ. Скидывался на вооружение последними грошами и шел освобождать землю и наводить порядок в столице. Тогда объединились все сословия, все национальности, деревни и города. Именно поэтому этот праздник так и назван – День народного единства. Эти общечеловеческие ценности были и будут актуальны во все времена, вне зависимости от того, какой ты национальности, какую религию исповедуешь, какого цвета твоя кожа и каков твой язык. Взаимоуважение, доброта, дружба, открытость для диалога. Здесь, на Донской земле, люди знают цену этим словам и живут по этим законам. А подтверждение этому более 100 национальностей, проживающих в городе Ростове-на-Дону и Ростовской области. И сейчас, открывая нашу концертную программу, перед вами выступит танцевальный коллектив полномочного представительства Республики Ингушетия в Ростовской области, состав которого является еще одним подтверждением всему вышесказанному. В ансамбле танцуют представители 5 национальностей, не говоря уже об учащихся нашей школы лезгинки, где их уже более десятка. Руководит этим коллективом студент 3-го курса Ростовского государственного экономического университета Амирхан Мухамедов. Итак, на сцене ансамбль «Эрзиль» со своим новым танцем «Мой Кавказ». Встречайте!
нашей сегодняшней встречи есть еще один немаловажный повод. И не просто повод, а еще один юбилей. Пусть не такой большой, но все-таки юбилей. Полномочное представительство Республики Ингушетия в Ростовской области начало функционировать с сентября 2009 года. И в эти дни мы отмечаем наше 3-летие. В связи с этим событием в адрес полномочного представительства поступило большое количество поздравительных телеграмм и благодарностей. Некоторые из них мы сейчас зачитаем. Правительственная телеграмма полномочному представительству Республики Ингушетия в Ростовской области от председателя Народного собрания Республики Ингушетия Дидигова Мухарбека Ильясовича. Уважаемый Магомед Бесланович, поздравляю вас с 3-летием со дня образования представительства Республики Ингушетия в Ростовской области. Ростовскую область и Республику Ингушетия связывают долгие годы сотрудничества. За это время налажено конструктивное взаимодействие, нацеленное на эффективную работу между регионами. Политика, проводимая правительством, способствует укреплению межнациональных отношений и взаимопониманию проживающих здесь этнических ингушей, которые своим трудом вносят достойный вклад в развитие экономики, культуры и социальной сферы Ростовской области. Выражаю уверенность в дальнейшем развитии и укреплении отношений добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между Ростовской областью и Республикой Ингушетия. Желаю вам, уважаемый Магомед Бесланович, дальнейшей плодотворной работы и успехов в это сложное время во имя процветания, мирного сосуществования народов Республики Ингушетия и народов Донского края. С уважением, председатель Народного собрания Республики Ингушетия Дидигов Мухарбек Ильясович. Приветственный адрес от мэра Ростова-на-Дону. Дорогие друзья, от лица администрации города и от себя лично поздравляю вас с 3-летней годовщиной со дня открытия представительства Республики Ингушетия в Ростовской области. Донская столица, являясь воротами Северного Кавказа, исторически многонациональна. Добрососедские отношения, терпимость и доброжелательность друг к другу представителей самых разных культур, унаследованные от предков, и сегодня являются отличительными признаками ростовчан. Мы знаем и ценим вашу благотворительную деятельность. Всегда рады видеть членов национальной культурной автономии единства, которое объединяет ингушей Ростова-на-Дону. На городских праздниках и акциях наше социальное и культурное сотрудничество играет огромную роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей, проживающих в нашем городе. Желаю вам и всему ингушскому народу мира, благополучия, процветания. Мэр города Ростова-на-Дону Михаил Анатольевич Чернышов. Благодарю всех за оказанное внимание. Поздравления. Дорогие друзья, мы на таких наших встречах всегда рассказываем вам о работе, которую ведут полномочное представительство и национально-культурная автономия ингушей единства. Но сегодня у нас праздник, маленький, но юбилей. И логично было бы, чтобы сегодня, на этом нашем торжестве, говорили не мы, а говорили о нас и о нашей работе. Тем более, что в этом зале находится большое количество наших друзей, наших коллег, людей, с которыми мы вместе делаем нашу работу, которые помогают нам и которым помогаем мы. Но прежде чем дать слово нашим гостям, мы приглашаем на эту сцену полномочного представителя Республики Ингушетия в Ростовской области Магомеда Беслановича Дарсигова. Чтобы он поднимается к нам на сцену, мы зачитаем распоряжение о поощрении главы Республики Ингушетия за большой личный вклад и укрепление межнациональных, межконфессиональных отношений и многолетнюю плодотворную общественную деятельность объявить благодарность главы Республики Ингушетия Дарсигову Магомеду Беслановичу, полномочному представителю Республики Ингушетия в Ростовской области. Добрый вечер всем. Салам алейкум. Я что хочу сказать. За 3 года работы, которую мы провели общей командой, могу сказать, есть позитивные результаты. У нас улучшение в учебе, мы выступаем во всех спортивных мероприятиях. Наш ансамбль участвует во всех конкурсах, Дня города, Дня Ростовской области. Много молодежи начало заниматься спортом, много у нас появилось отличников. И студентов, которые закончили институты и университеты с красным дипломом. Я бы хотел поблагодарить за все эти 3 года людей, которые мне помогали. Это Тангиев Беслан, Батажев Адам Исаевич. Это Колесников Игорь Владимирович,
Грызлов Дмитрий Игоревич, Булат Гиреев, Амархан Яндиев, Джамурзаев Юнус, Хасамбек Катаев, Салатов Руслан, Кит Олег Иванович, директор онкологической больницы, детская больница, которая у нас находится на Западном, министр культуры и очень-очень много людей. Я на самом деле благодарен всем, которые оказывают, всем жителям Чечено-Ингушетии, которые приезжают в город Ростов и лечиться тоже, не только учиться. То, что вы всегда приходите на помощь и в любое время дня и ночи, когда бы я ни позвонил, вы всегда выслушиваете проблемы как бы с утра, принимаете решения в положительном плане. Огромная от себя благодарность и огромная благодарность от всего народа, который я сейчас на сегодняшний день представляю. А на сегодняшний день этот маленький юбилей не только приурочен народному единству. Все-таки у нас в этом году 20 лет Республики Ингушетия в составе Российской Федерации, которые празднуем весь год. И те гости, которые должны были приехать с Ингушетии и с Москвы, у нас событие такое, что у нас великая княгиня семьи Романовых прилетела в Ингушетию, 4 дня она у нас находится. Почему находится? Я тоже этого не знал. Оказывается, тот полководец, который возглавлял или командовал правильно полк дикой дивизии, был из семейства Романовых. И был открыт вчера памятник. Поэтому они извинились, очень хотели приехать, потому что это было запланировано. Но я думаю, мы сами тоже сможем отдохнуть. Так что вам огромное спасибо и всем гостям, кто приехал. Я надеюсь, что вы получите удовольствие. Сейчас на сцену приглашается депутат Законодательного собрания, заместитель председателя комитета по строительству, транспорту и связи, член контрольно-ревизионной комиссии партии «Единая Россия» в Ростовской области, кандидат технических наук Колесников Игорь Владимирович. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости, коллеги. Разрешите по поручению председателя Законодательного собрания Ростовской области Виктора Ефимовича Дерябкина от всех депутатов Законодательного собрания сердечно поздравить вас с несколькими сразу праздниками. Ну, начну я, во-первых, с одного из, наверное, самых почитаемых мусульманских праздников, который совсем недавно закончился. Это праздник Курбан-Байрам, праздник мудрости, милосердия, добра, всеобщего мира и любви между верующими. Во-вторых, в июне мы отметили 20-летие. Вроде и немало, но совсем и немного. 20 лет Республики Ингушетия. Я не буду много говорить, я вот специально здесь хочу процитировать главу Республики Ингушетия Юнусбека Евкурова. Он сказал, всего несколько строк: «Горжусь, что такое происходит здесь, в горах. Горжусь, что мирная, спокойная обстановка. Горжусь, что людям есть что смотреть, а не думать о плохом. Горжусь, что у людей есть возможность отдохнуть от души». Я всех вас поздравляю, что действительно мир, спокойствие, любовь царит на этой земле, еще долго и долго будет царить. Я хочу поздравить с совсем маленьким, но тоже юбилеем. 3 года действует в Ростовской области, очень активно действует представительство Республики Ингушетия. А вы знаете, что любое дело можно загубить, если нету локомотива, который его везет. Я вот считаю, что таким локомотивом это повезло. Повезло Ростовской области. Повезло всему ингушскому народу, что таким локомотивом является Дарсигов Магомед Бесланович. Спасибо ему за все, что сделано. Ну а теперь разрешите официальная часть. Приветственный адрес Законодательного собрания полномочному представителю президента Республики Ингушетия в Ростовской области. Уважаемый Магомед Бесланович, примите мои искренние поздравления с Днем культуры ингушского народа. Ингушетия – один из красивейших регионов нашей страны, имеющий богатое культурное наследие и неповторимый облик, в котором органично сочетается старина и современность. Вы
по праву можете гордиться не только своей историей, но и самобытной природой, богатыми ресурсами и отношением к вечным человеческим ценностям. Только сохранение национальных традиций и уважение к культуре людей, независимо от религиозной и национальной принадлежности, обеспечит согласие и стабильность в нашем обществе. Уверен, что, руководствуясь принципами взаимопонимания и добрососедства, мы все вместе сделаем Россию процветающей, а жизнь россиян по-настоящему счастливой. Желаю мира, согласия, дальнейшего развития и процветания прекрасной и гостеприимной Ингушетии, благополучия и успехов всем жителям республики. Председатель Законодательного собрания Ростовской области Виктор Ефимович Дерябкин. Спасибо. На сцену приглашается Ломакин Геннадий Петрович, начальник отдела по межнациональным отношениям Министерства внутренней и информационной политики Ростовской области. Добрый вечер, дорогие ростовчане, добрый вечер, гости нашего города. По поручению министра внутренней и информационной политики Андрея Владимировича Бурова глубоко и сердечно поздравляю представительство Республики Ингушетия в Ростовской области с маленьким юбилеем. Отрадно отметить, что в этом году столько юбилеев празднуется. Ну, во-первых, 75-летие, отмечаемое в Ростовской области. Буквально в феврале уходящего года губернатор области Василий Юрьевич Голубев объявил этот год, 2012 год дружбы народов. Мы прожили практически спокойно. Я бы хотел уточнить, постоянно называют цифру количества национальностей и этносов, проживающих в Ростовской области, опираясь на цифры 1989-2002 года. Согласно переписи населения 2010 года, на территории Ростовской области проживают представители 201 этноса и народов. Но если 30 из них всего представляют по одному человеку, то на сегодняшний день мы с уверенностью говорим, на территории Ростовской области проживает представителей 170 национальностей. И правительство Ростовской области, и представительство республик северокавказских, которые находятся в Ростовской области, в том числе и Ингушской, много делают для того, чтобы на территории Ростовской области был мир и дружба, чтобы мы не допускали конфликтов. А будет мир и дружба, будет процветать и наша область, будет процветать и вся Россия. В этот замечательный день хочется сказать большие слова признательности Магомеду Беслановичу, хочется сказать большие слова признательства Ингушской автономии, единства. Ребята делают очень много для того, чтобы у нас было мирно, и чтобы спокойно наши дети учились, ехали к нам, чтобы к нам в Ростовскую область поступали инвестиции. Я вас глубоко и сердечно поздравляю с этим маленьким хоть праздником трехлетия. Надеюсь, что каждый год мы будем отмечать все новые и новые достижения представительства. Наши связи будут развиваться. С праздником вас! Спасибо большое. Итак, сейчас на сцену приглашается главный специалист по межнациональным отношениям, религии и казачеству Акинина Юлия Витальевна. Добрый день. От администрации города Ростова-на-Дону еще раз присоединяюсь ко всем сказанным словам. Поздравляю вас с праздниками.
желаю вам крепкого здоровья, счастья, успеха в работе и мира на нашей Донской земле и во всей Российской Федерации, ну и во всем мире, соответственно. Хочу сказать, что я представляю Комитет по межнациональным вопросам и выразить большую благодарность от имени этого комитета полномочному представительству Республики Ингушетия, национально-культурной автономии Ингушетии единства за ту поддержку и помощь, которую они оказывали, и за участие во всех мероприятиях, которые в этом году реализуются в рамках городской долгосрочной целевой программы профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений. От лица администрации города Ростова-на-Дону выражаю благодарность национально-культурной автономии Ингушетии единства, полномочному представительству Республики Ингушетия в Ростовской области за активную позицию в общественной жизни города, за деятельность, направленную на гармонизацию межнациональных отношений, за огромную работу по сохранению и развитию ингушской культуры, традиций, языка. Ростов-на-Дону – один из самых многонациональных городов России, где в мире и согласии проживают представители более 100 национальностей, дополняя и обогащая духовный мир, культурные традиции друг друга. На протяжении последних лет растет авторитет ингушей. Они достойно представляют свою республику во всех сферах социально-экономической жизни города Ростова-на-Дону. С 2009 года в городе работает полномочное представительство Республики Ингушетия в Ростовской области. Созданная при его поддержке национально-культурная автономия Ингушетии единства активно участвует во всех городских мероприятиях, в мероприятиях, проводимых национально-культурными объединениями города, успешно реализует собственные культурно-образовательные, воспитательные, благотворительные проекты, проводит большую работу с молодежью, оказывает помощь студентам из Республики Ингушетии, тем самым вносит большой вклад в развитие мира и согласия, гармоничных межнациональных отношений в Ростове-на-Дону. Желаю вам здоровья, благополучия, мира и согласия, больших успехов в трудовой деятельности. Всего доброго. На сцену приглашается депутат Законодательного собрания, председатель армянской общины Сурмалян Арутюн Арминакович. Добрый вечер, уважаемые участники сегодняшнего торжества, уважаемый Магомед Бесланович. Разрешите от имени руководителей национальных диаспор Дона, от имени армян, проживающих на Дону, сердечно поздравить ингушский народ с сегодняшним праздником. Как всегда, мой студенческий друг Магомед Бесланович отличается в конце года, ноябрь месяц, и смело подводит итоги всех праздников, которые были в жизни ингушского народа в 2012 году. Это и 75-летие Ростовской области, 20-летие Ингушетии Республики. И, конечно, самый маленький, но приятный праздник – 3 годика образования полномочного представительства. Я скажу, многие из вас не знают, но по роду своей работы общественной я постоянно сталкиваюсь. Многие проблемы, многие хорошие события мы все время решаем вместе. Селимхан – правая рука, и Магомед Бесланович. Очень приятно общаться, очень приятно иметь дело с представительством, потому что есть четкое взаимопонимание, и есть четкие задачи, и есть конкретные решения. От всей души поздравляю с праздником, желаю добра, здоровья, семер благополучия, счастья. С праздником! Спасибо. Приглашается заместитель полномочного представителя Чеченской Республики в Ростовской области Хаджаев Алишер Алиназарович. Салам алейкум. Сүрейдик Йола. Добрый вечер. С праздником вас. Тут много говорили о
юбилейных датах и цифрах, я их повторять не буду. Я вам скажу просто маленькая такая вспышка памяти. Я впервые в своей жизни увидел ингуша, живого ингуша. Это было очень давно. Это было в начале 80-х годов. И было это не в нашей стране, в Советском Союзе, а как это случилось, что произошла эта встреча в Исламской Республике Афганистан. И мне очень приятно было узнать, что этот высокий, статный, сильный и мужественный человек по национальности ингуш. А на его груди красовалась звезда Героя Советского Союза. И звали этого симпатичного парня Руслан Аушев. Ну а дальше пошло. Был первый ингуш, потом второй, третий, потом были военные конфликты на Кавказе, вы знаете. Мне часто приходилось, как журналисту, бывать и в Ингушетии, и в Чечне. И, наконец, попав в город Ростов-на-Дону, я испытал то же чувство восхищения, которое я испытывал в окрестностях города Кабула в 1982 году. Это ощущение я испытал тогда, когда встретил на своем пути, отгадайте из 3 раз кого? Магомеда Дарсигова. Ну какие вы недогадливые. Дорогие друзья, я работаю в представительстве главы Чеченской Республики. Наше представительство по возрасту, конечно, немножечко постарше. Мы созданы в 2000 году по указу тогда главы администрации Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова. Вы знаете эту историческую личность, который ушел из жизни, отдал свою жизнь за то, чтобы Чечня сегодня развивалась в том направлении, которое выстраивает чеченский народ. И несмотря на то, что представительство Республики Ингушетия в Ростовской области, ему всего 3 года, но за это время обозримое сделано так много, что, наверное, можно сравнить с тем, что мы сделали за 12 лет. То есть Магомед Бесланович, он работает 1 к 4, темп увеличивает. Я сегодня на этот праздник пришел не один, ко мне приехал в гости мой зять из Краснодарского края. Я говорю, что ты сидишь дома, пельмени там ешь, давай пойдем сегодня праздник большой, посмотришь. Он так, в общем, с неохотой сначала, да? А когда вот сегодня мы вошли здесь вот в вестибюль, он посмотрел, говорит, боже мой, я не думал, что в Ростове живет так много народов. Это во-первых, а во-вторых, то, что они так уважают друг друга. Понимаете? Взгляд со стороны – это всегда очень важно, это всегда дорого стоит. И вот человек со стороны увидел, что мы с вами настоящие братья. Так держать! С праздником! Так, на сцену приглашается заместитель директора Южно-Российского института, филиала Российской академии государственной службы, заслуженный деятель науки России, заслуженный деятель науки Республики Ингушетия, кавалер ордена Республики Ингушетия за заслуги, Понеделков Александр Васильевич. Василием Владимировичем Рудым, директором Южно-Российского института президентской академии народного хозяйства и государственной службы, мне поручена почетная миссия принять участие в этом торжественном празднике. От имени руководства института я рад доложить высокому собранию, что в стенах нашего института получают высшее образование 64 студента из Республики Ингушетия. Причем Богатырев Али Магомедович и Танзила Хаджимуратовна Альсегова идут на диплом с отличием, а Кеди Магомед Селиевна Алисханова окончила летнюю сессию на отлично. В этом году
На первый курс зачислено 25 студентов из республики. А вообще на всех формах обучения по программам высшего профессионального образования у нас проходит обучение более 100 человек из Ингушетии. Только на факультет переподготовки кадров в этом году мы набрали 35 человек. Думаю, что эти цифры и факты доставляют вам, друзья, и радость, и удовлетворение. Нам, руководству вуза, тоже. Студенты из Ингушетии, как правило, хорошие студенты, ответственные граждане и патриоты. Я хотел бы выразить высокую, глубокую признательность за оказанную честь быть участниками, гостем этого замечательного вечера, посвященного теме единства. Это и государственный праздник, и глубокая моральная категория, и историческая доминанта межличностных, межкультурных, межнациональных отношений. Моя глубокая благодарность в данном случае, я говорю от лица российской политической науки, организаторам и устроителям этого прекрасного мероприятия, представительству Республики Ингушетия в Ростовской области и лично Дарсигу Магомеду Беслановичу. На наших глазах совершается замечательное дело, благородное в своих замыслах, политически культурное, благое дело, которое роднит людей, сближает народы, открывает сердца навстречу друг другу. Спасибо, спасибо. Я открою вам, друзья, секрет, свой личный, небольшой секрет. На моем рабочем столе 2 последних года лежит роскошный подарочный том «Россия и Ингушетия. 240 лет вместе». Время от времени я в него заглядываю, а в этот раз погрузился надолго, погрузился с головой, пока не прочел его от корки до корки. Кладезь мудрости, гимн верности и единству, благородство и щедрость народной души. Вот что там говорится в этом томе о российско-ингушском братстве. Как человек, посвятивший свою жизнь науке, я не откажу себе удовольствия назвать сейчас имена ученых, сподвижников, энтузиастов, создавших этот замечательный научный, глубоко исторический, ярко эмоциональный труд. Это профессора Мальсаговы, Зоев, Бельхипхаков, это архивисты Алмазов, Газиков, этнографы Акиева, Албагачиева, историки Долгиева, Кобзоев, Матиев, Каутиев, философ Харсиева и, наконец, народный писатель Республики Чакиев Саид Идрисович. Некоторые из них уже ушли из жизни. Но пусть ныне здравствующие авторы, пусть души ушедших из жизни достойных сынов Ингушетии будут сейчас вместе с нами в этом замечательном зале. Пусть разделят вместе с нами радость нашего единства и общения. Спасибо, друзья. На сцену приглашается главный врач детской областной больницы Павленко Владимир Леонидович. Уважаемый Магомед Бесланович, позвольте от нашего тысячного коллектива передать, во-первых, вам привет, поздравления со всеми праздниками, которые были в этом году, с вашим маленьким праздником, Днем Республики, Днем народного единства. Пожелать вам здоровья, успехов во всех ваших начинаниях. И просили передать большую благодарность за то, что вы делаете для нашей больницы. С момента создания представительства Республики Ингушетия ежегодно Магомед Бесланович приезжает к нам и помогает. Помогает и помогает. Техникой, премиальными для наших сотрудников. То есть это существенная помощь. И главное, что она на постоянной основе. Большое спасибо вам. Хочу сказать, я, конечно, не один помогаю вашей больнице, потому что есть куча друзей, которые меня окружают, и когда нужно что-то, я вам говорил всегда. Но могу сказать, по вашей детской больнице, когда бы я туда не приходил, не приезжал, вот персонал, который относится к детям и их лечит, надо сдать должное. Молодцы. Спасибо вам большое.
На сцену приглашается заместитель главного врача научно-исследовательского онкологического института Лисутин Александр Эдуардович. Добрый вечер, дорогие друзья. Разрешите по поручению директора института, заслуженного врача России, профессора Тита Олега Ивановича, и от имени всех сотрудников нашего института, во-первых, поздравить вас, сказать, что у нас в институте лечатся представители всех народностей Северного Кавказа и Юга России. И очень приятно замечать еще и то, что представительство Республики Ингушетии оказывает помощь детям, лечащимся у нас тоже, независимо от их национальности, всем без исключения. Разрешите зачитать поздравительный адрес. Глубокоуважаемый Магомед Бесланович, коллектив Ростовского научно-исследовательского онкологического института поздравляет вас с Днем Российского единения и празднованием 3-летия открытия представительства Республики Ингушетия в Ростовской области. Ростовский научно-исследовательский онкологический институт и представительство республики связывают взаимопонимание и добрые отношения, истоки которых лежат в успешном сотрудничестве. За прошедшее время совместными усилиями многое было сделано во благо здоровья и благополучия наших соотечественников. Мы высоко ценим ваше участие в жизни института и сердечно благодарим за доброту, милосердие, чуткое отношение к детям и спонсорскую помощь в благоустройстве детского отделения института. Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам детей с онкологическими заболеваниями. Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество в деле укрепления здоровья жителей Республики Ингушетия и всей России будут такими же надежными и плодотворными. Желаем сотрудникам представительства, а в их лице всем жителям Республики Ингушетия доброго здоровья, счастья и процветания. С уважением, директор института, заслуженный врач Российской Федерации, профессор Олег Иванович Кит. Спасибо. Приглашается директор детского дома номер 10 города Ростова-на-Дону Гаркуша Ольга Васильевна. Здравствуйте. Я сегодня не готовилась к этому выступлению, но я с удовольствием поздравлю вас с праздником, пожелаю вам больших успехов, удачи, любви, счастья. И хочу поблагодарить Магомеда Беслановича и его команду за то тепло, которое он дарит нашим детям. Ну, конечно же, он без приглашения на всех праздниках наших просто приезжает, спрашивает, не нуждаемся ли мы в чем, помогает. Это предоставление транспорта всегда, это подарки, это помощь больным детям. Но самое главное и самое приятное, что это человек, который вот по любому звонку, либо он, либо его команда всегда рядом с нашими детьми. Спасибо вам большое, огромных успехов, удачи. Мы благодарим наших гостей за поздравления и продолжаем наш праздничный вечер. Сегодня мы услышали много теплых слов и пожеланий в адрес уполномоченного представительства и национально-культурной автономии и единства. Принимали поздравления от многочисленных друзей в честь нашего праздника. А сейчас мы хотим перейти к не менее приятной и ставшей уже традиционной части нашего вечера. В преддверии нашего праздника мы подводим итоги прошедшего года и отмечаем тех, кто наиболее усердно трудился, учился и заслужил это право стоять на сцене и принимать поздравления. Отрадно отметить, что с каждым разом таких людей становится все больше и больше. И первыми в этом большом списке мы назовем тех, кто стал первым в своем деле и является примером для подражания. Это не просто высокие профессионалы, специалисты своего дела. Они очень чуткие и отзывчивые люди, которые умеют чувствовать чужую боль и всегда готовы помочь, что крайне важно в той профессии, которую они выбрали. Для награждения наших врачей мы просим подняться на сцену полномочного представителя Республики Ингушетия Ростовской области Магомеда Беслановича Нарсигова. На сцену приглашается Чертиев Ислам Умарович, врач-нейрохирург нейрохирургического отделения больницы скорой медицинской помощи номер 2.
Кацеева Танзила Бексултановна, врач-онколог Ростовского научно-исследовательского онкоинститута. Арабханова Танзила Беслановна, врач-кардиолог Ростовского государственного медицинского университета. Мы благодарим вас еще раз за ваш благородный труд и просим занять свои места в зрительном зале. А мы продолжим нашу церемонию награждения. На предыдущей нашей с вами встрече мы говорили о том, насколько улучшилось качество знаний наших студентов. Напомним только, что в 2010 году у нас в совокупности по всем вузам было 6 отличников, в 2011 уже 16. А сейчас, по результатам летней экзаменационной сессии, их уже 25. Причем половина из них учится на красный диплом. То есть это не просто 1-2 удачных семестра, а кропотливый систематический труд. Давайте поприветствуем наших умников и умниц. Магомед Исламович, просим вас еще раз подняться на сцену. Итак, на сцену приглашается выпускница Ростовского государственного медицинского университета Мархиева Зарина Руслановна. Студентка Донского государственного технического университета Плиева Зарема Абукаровна. Студенты Ростовского экономического университета Гиреева Фатима Герихановна. Мансадов Магомед Исаевич. Горчханова Зарема Амирхановна. Студентки Ростовского государственного медицинского университета. На сцену приглашается Балаева Фериде Алихановна. Картоева Молхан Абдулкадыровна. Про Молхан хочется сказать особо. У нее более 10 научных работ, и она принимает активное участие в различных конференциях, причем неизменно занимает в них первые места. Студенты Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Арсельгова Танзила Хаджимуратовна. Богатырев Али Магомедович. Ростовский государственный университет путей сообщения. Беков Иса Абуизитович. Я хотел бы сказать, что тех студентов, которые мы сейчас поздравляли, и выпускников, это студенты, которые учатся на 1 пятерку. Через год, через два это студенты, которые будут специалистами с красным дипломом. И на самом деле увеличивалось. И я очень сильно рад, что
У нас есть уже стипендиаты, которые на стипендию президента России, не только главы, скажем. У нас есть, которые сейчас претендуют, особенно медуниверситет, на стипендию Потанина, тоже увеличенную. Поэтому надо пожелать ему успехов. И мы с ним дали автогол. Спасибо. Следующими на эту сцену приглашаются студенты, сдавшие летнюю экзаменационную сессию на отлично. И для награждения наших отличников на сцену приглашается президент национально-культурной автономии ингушей единства города Ростова-на-Дону Залимхан Гиреев. Ростовский государственный экономический университет. Имагожев Ильяс Хусейнович. Тичоев Беслан Исаевич. Приглашается Тичоев Бекхан Исаевич. Хамчиев Мустафа Магомед Аминович. Студентка Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации Алисханова Кади Магомед Салиевна. Донской государственный технический университет. Кашоев Хасан Магомедович. Костоева Зарема Беслановна. Южно-федеральный университет Богатырева Луиза Зяудиновна. Валаева Фатима Алихановна. Богатырева Аминат Сельмагомедовна. На сцену приглашается Катиева Зарема Борисовна. Балаева Медина Алихановна. Муцольгова Салима Ахмедовна. Среди наших студентов есть ребята, которые проявили себя и в других сферах деятельности помимо учебы, и которыми мы также по праву можем гордиться. Очень много наших девушек и парней занимаются общественной деятельностью, принимают самое активное участие в работе полномочного представительства и национально-культурной автономии, серьезно и профессионально занимаются спортом. И сегодня мы назовем лучших из лучших. На сцену приглашается студент 4-го курса Донского государственного технического университета, активный участник мероприятий, проводимых полномочным представительством и культурной автономией единства, ведущий нашего сегодняшнего вечера Кедриев Магомед Башир Магомедович.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Саламу алейкум. Я бы хотел поздравить всех присутствующих в этом зале с нашим сегодняшним замечательным праздником. Хотелось бы выразить слова благодарности администрации города, правительству Ростовской области за их поддержку, значит, работу совместную проводимую. Также я бы хотел пожелать всем присутствующим хорошего настроения, мира и благополучия вашим домам. Долбанца добрый. Спасибо. А теперь мы переходим к не менее интересной части нашего праздничного вечера. В честь сегодняшнего торжества по приглашению уполномоченного представительства у нас собралось большое количество артистов из Республики Ингушетия, Чеченской Республики, из Москвы и Ростова-на-Дону. Они уже заждались своей очереди за кулисами и готовы порадовать вас своим искусством. И я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену нашего первого гостя. Заслуженный артист Республики Ингушетия, заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики, обладатель высшей музыкальной награды Кавказа «Золотой микрофон» Алаудин Эсмузиев. Встречайте! Стройный стан Христа, вот страна моя, вот орел летит, зорок взор его, крепких ваших лик, вот страна моя, гордый мой народ, чист как капля родника, мой салам тебе, Ингушетия. Гордый мой народ, чист как капля родника, мой салам тебе, Ингушетия. Вот поет гармонь, танец как огонь, песня льется вдаль, не вечая сталь, не славить тебя, стойкий мой народ, ты любовь моя, ты страна моя, гордый мой народ, чист как капля родника, мой салам тебе, Ингушетия. Гордый мой народ, чист как капля родника, мой салам тебе, Ингушетия. Barkalar, salam aleyküm. Sevgili kılıçım, bu kaldırız. Я слово сквозь голдан шубар калхан шуануве сила мох понча шансалам да я кат халем. Баркал шухоз диyor abi, şuhoz kalır. Barkal şahane abi, şahane. Kalwa segmele kalwa. Hadi bak. Горя большой вазыш позор, Голдай тай баш порта болуждар. Йокарайла свила саламдайче, Голалева уча хамада. Уктинетмел дол арабрейче, Мастах
که خبر زبوچ حملات وقتی ندردان عذاب ریشه ماستخ شعبور احتایاس دادو در دادویه گرده بود دیگه گرده هدت شد Ciszę towarzyszu zuna, Wycadolamy arzagier gado, Şimşahdyna saydek çırağuna, İleş saat bezem tidavo, Ciszę sotyna sanana, Asuriya yolkoyam sayeri, Wycayu savayla daimana, Ahamdüden bu kavarları, Ciszę sotyna sanana, Asuriya yolkoyam sayeri, Wycayu savayla daimana, Ahamdüden bu kavarları. Готов, ale jedziesz, miasto na młodarzy. Ты душевная моя родная, младшая и гордая сестра, средняя сестра, Чечня святая, старшая Россия суета. Три сестры, три разные дороги, обретают дружбу свою вновь. Нам без них печали и тревоги, вера и надежда и любовь. Три сестры, три разные дороги, обретают дружбу свою вновь. Нам без них печали и тревоги, вера и надежда и любовь. Следующая наша исполнительница еще только начинающая певица, но уже имеет звание победительницы конкурса «Молодой голос Ингушетии». Для ростовской публики уже известна по многим фестивалям и концертам, в которых она принимала участие. Итак, на сцене студентка второго курса Ростовского государственного медицинского университета Анжела Арчакова. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow. When I've been through all my sorrow, when I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I shall let you know what you should know. I can't leave.
ансамбль «Эрзи». Встречайте, девичий танец. Родимый край, земля невиданных красот, немало тебе выпало испытаний, пройдя с достоинством все, что было предначертано судьбой. Ты с честью идешь по нелегкому пути, праведным трудом и доблестью славных предков, верностью добрым традициям и умом нынешнего поколения оплачен твой сегодняшний день. Наша милая Ингушетия, живи и процветай, не зная горя и лишений. На радость народа и родной страны становись все краше день ото дня и звонким голосом неси свое имя всему миру. Об этом поет в своей песне Ингушетия, народный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия, композитор и исполнитель, человек мира Али Димаев. Встречайте! Салам алейкум, давайте вместе споем эту песню. Музыка на итог. Екила, Марха и Разбаргадуш, Канабатва, Аллаймо, Дубьятана, Савкатама, Сица, Дохкаш, Хаберкача,
ой, якіла, наша це є. Кіла, наша перка м'яка деш. Опа! Поскольку у нас в зале есть наши уважаемые ростовские друзья, и не все еще хорошо говорят по-ингушски, я бы хотел вкратце сказать, что на каком бы мы языке не пели, но вот тот огонь и то тепло, которое артисты и люди с Ингушетии вам привезли, это не требует перевода, это видно, и я думаю, что все чувствуют. Спасибо тем, кто на этой братской, на прекрасной Донской земле вот, живут столько народностей, столько людей красивых. Я здесь в Успеде учился, у меня брат закончил консерваторию здесь по фортепианному факультету. И Ростов для меня, как и для многих вас, стал родным городом. Поэтому все наши песни идут с самого сердца. И молодому представительству Республики Ингушетия в славной Донской, на славной Донской земле я желаю всяческих удач. Они делают благое дело, потому что представляют и достойно представляют маленькую, красивую, может быть, она маленькая по территории, но душой она огромная, красивую, любимую и мою, и мною любимую Ингушетию в этом крае. А все мы вместе, все мы вместе, огромная наша любимая страна. И пусть ничто не мешает нам этими дорогами ходить, и учиться, и работать, и в Ростов, и в Ингушетию. Надеюсь, так и будет все больше и больше. Моя следующая песня посвящена легендарному герою, последнему герою Брестской крепости. Когда я узнал, что он был мой брат ингуш из небольшого ингушского села Умадгире, Барханоев, я был потрясен. Ну, к сожалению, многие архивы были нам недоступны. И этот факт меня побудил к написанию
следующие песни. Ибо в горе и в радости мы должны быть вместе. И в той Великой Отечественной войне, в которой решалась судьба нашей огромной страны, ингушские и чеченские, и казаки, и все наши ребята, которые сжались в кулак и показали чудеса доблести и чести. Слава им и вечная память всем, кто погиб за независимость нашей огромной и любимой Родины. Итак, наша с вами благодарность этому юному человеку, который предпочел мужественную, героическую смерть позорному плену. Выйдя из Брестской крепости, из этих развалин, когда спросил, кто вы, узнав, что это были враги, последнюю пулю дал на себя, но не осрамил честь войнаха. Дал гештазу, дал дякую. Сколько лет пролетело, а в памяти будто вчера. Громыхала война, из-под ног уходила земля. Не сдавались солдаты страну, защищая свою. И войнаковскими бились насмерть в равном бою. На крепости Брестской бойцы полегли как один. Лишь мальчишка седой приподнялся из мертвых руин. И без страха, без смерти шагнул Ингушетии сын. В изумлении застыли враги, преклоняясь пред ним. Мы славу поем тебе, доблестный Умангирей, и матери той, что героя такого взрастила. Звездой негасимой ты светишь отчизне своей, и память в сердцах благодарных людей не остыла. Дошел сквозь забвенья года. Он в смертельном бою за отчизну стоял до конца. И сегодня весь мир ему память и так отдает. И по праву гордится героем ингушский народ. Мы славу поем тебе, доблестный Умангирей, и матери той, что героя такого взрастила. Звездой негасимой ты светишь отчизне своей, и память в сердцах
Баркал, что означает спасибо. Слава тебе. А сейчас перед вами выступит очень талантливая и популярная певица, солистка Государственной филармонии Республики Ингушетия, неподражаемая Сумая!
городе Калшин. Я поздравляю вас с праздником, желаю вам всего самого наилучшего, счастья, успеха во всем, а также здоровья. Майя. Следующая наша гостья молодая и очень талантливая певица, которая приехала к нам из Москвы. Исполнительница с уникальными вокальными данными, великолепная и неподражаемая Дилара Сурхаева. Встречайте! Добрый вечер. Немножко фанка для разнообразия. I miss your dining, gonna heaven, cause it was running past 11 on a Saturday in 1999. Right across where I'm standing, on a dance floor he was leaning. He was screaming, he was from another time. Like some baby Barbarella with the stars as his umbrella. He asked me if I like to magnetize. Do I have to go start shaking? Cause it's you I should be shaking. So he leaves the big moon with his cosmic eyes. Come on! He's just a cosmic boy. Oh yeah, from another galaxy. My heart says zero gravity. He's from a cosmic world. I couldn't be in ecstasy. Just sing me on my frequency. He's cosmic. Stay with me. Yeah. I'm seeing all my readers that he said he's from a crazy 40,000 million latches away. It's a distant solar system I'm trying to form, but they don't listen. So I asked him for the number all the same. He said, step in my transporter so I can teleport you all around my heavenly way. This could be close encounter. I should take another floater. Sends me in a hyperspace when I see his pretty face. He's just a cosmic boy. Oh yeah, from another galaxy. My heart says zero gravity. He's from a cosmic world. I couldn't be in ecstasy. Just see me on my frequency. He's cosmic. Sends me in a hyperspace when I see his pretty face. Sends me in a hyperspace when I see his pretty face. Sends me in a hyperspace when I see his pretty face. Sends me in a hyperspace when I see his pretty face. Sends me in a hyperspace when I see his pretty face. Sends me in a hyperspace when I see his pretty face. Sends me in a hyperspace when I see his pretty face. Sends me in a hyperspace when I see his pretty face. He's just a cosmic boy from another galaxy. Don't see me on my frequency. Hey, can't you be my cosmic boy? I need you, I want you to be my cosmic boy for the rest of time. Спасибо большое. Следующая композиция исполнила первая Аретта Франклин, джазовая певица, и это ремейк на эту песню. Прошу любить и жаловать. What you want, baby, I got it. What you need, 'cause I know I got it. All I'm missing is for you back when you get home. Hey, baby, when you get home. Hey, hey,
Главного Сулхаева, нашего наследника. И снова на этой сцене для вас поет Алаудин Исмурзиев. Только что Али Умарович спел песню про нашего национального героя Умадгирия
пацаную. Давайте аплодисменты этому человеку, Алию Маровичу. За то, что он не забывает наших героев, и учит он нас, чтобы мы не забывали наших героев. От всего ингушского, чеченского, всех народов Кавказа. Он последний герой Бреста. Меня много спрашивают, кому я посвятил эту песню, которую я только что исполнил. А я вам по секрету всему свету скажу, кому я посвятил. Далеко ходить не надо, вы все знаете, о ком эта песня. Просто загляните себе в сердце, вы поймете. Я говорить больше ничего не буду, поэтому. Да, Сидолчин, эта песня посвящается каждому ингушу, который знает, о чем, откуда он и куда он стремится. Кто не знает, он пускай остается в стороне. Мягко дэйвэй дэришься гули, вэйэн доши вэйца гули. Вэй мягко дэйвэйца гули, нах да свой ход, да свой хан, может и гуляться. Эх, тут он согласен. Следующая песня я хочу посвятить эту песню тем, которые находятся здесь, далеко от родины, ну как сказать далеко, одни сутки мы в поезде ехали. Достаточно, да, да? Но ближе, чем Индия к сикхам, но все равно не очень близко. Песня, которую я написал буквально на днях, она была вчера презентована. Вчера вы все знаете, что был день полиции. Не знаю, почему я там ее презентовал, просто попросили ребята. Они сами знают, почему это я сделал. Но это вообще должно было быть с юмором сказано, но вы не поняли, о чем я говорю. Ну ладно. А сегодня я с чувством какого-то патриотического этого достоинства хочу эту песню посвятить людям, которые здесь организовали все это мероприятие, которые посчитали необходимостью или вообще просто нужным позвонить нам и пригласить нас оттуда, из такого далека. Опять намекаю. Опять вы не поняли. Да, опять хороший голос издала звучит. На любом языке понятно, о чем он говорит. В любом случае, эту песню я посвящаю и председателю местной диаспоры, и всем, кто и сплоченно с ним работает здесь, в Ростове. Дала эхту баху хазму ерна хаша бу бахби хоздер бу цедиктер ала си имана деду ешн долча. Чон я хадайли. Сергей, спасибо. Хава видно, холоду, хава, ашара, кафир, я буря,
Vamos, vamos! Реально большое, большое. Следующий участник нашего концерта – коллектив уникальный. Их выступление не оставляет равнодушным никого. Это победители всероссийских и международных конкурсов, участники многих телевизионных проектов. Трайбл шоу «Барракуда». Ваши аплодисменты.
нас в гостях руководитель польской диаспоры Полония Дона, Велижинская Ирина Николаевна. Она хочет сказать несколько слов. Просим. Szanowni Państwo, дорогие братья ингуши, хочу вас с небольшим опозданием поздравить. Почему с опозданием? К сожалению, я не успела выйти на эту сцену с другими братьями, со всеми братьями со всех диаспор. Дело в том, что сегодня Польша отмечает День независимости Республики Польша. И так сложилось, что я вынуждена была поздравить сначала поляков, а потом успеть к вам на ваш великолепный праздник. Сегодня вы отмечаете 20-летие, правильно я говорю, да, 20-летие Республики Ингушетия, плюс 3-летие представительства Ингушетии в Ростове. И в этом огромная заслуга вашего президента, вашего многоуважаемого, драгоценного, бесценного председателя Ингушетии. Я хочу вас попросить выйти на эту сцену и вручить вам такой скромный диплом. Можно я его зачитаю? Не надо? Не надо. Он скромничает, как всегда. Разрешите вам, пожалуйста, руку. Еще раз хочу вас поблагодарить, поздравить с этим замечательным днем, с этим праздником и пожелать вам всем долголетия, здоровья кавказского и всего хорошего. Спасибо большое. И, естественно, все эти даты совпали с 75-летием Ростовской области. Хочу поблагодарить администрацию города Ростова, что она дает возможность нам всем соединяться, объединяться и жить достойно на этой земле, как это сказать, наш Ростов многонациональный. Одним словом, счастья вам, здоровья и любви. Спасибо. Спасибо. А мы еще раз приглашаем на сцену солистку Государственной филармонии Республики Ингушетия, великолепную Сумаю. Включаем.
сейчас для вас выступит Анжела Арчакова, ансамбль «Эрзи» с танцем «Асса». Бритвы радостный лезгинки, гордый танец кружит нас. Море счастья и улыбки, это Северный Кавказ. Эти цепи гор могучих, эти реки и поля. Нет на свете места лучше, чем Кавказская земля. Синее небо, щедрое солнце, в скалах играют родники. Крепче народа, руки сожмутся, дружбою этой соединены. Гостеприимный край благодатный, ты расцветаешь добрый час. Самый родной и самый желанный, гордость России, мой Кавказ. Бескрометные близкие зажигают им души. Черноглазые сединки и чеченки хороши. Танцы кружат кабардинцы, стройный гордо держат стан. А начальник снова снится, милый сердцу Дагестан. Синее небо, щедрое солнце, в скалах играют родники. Крепче народа, руки сожмутся, дружбою этой мы соединены. Гостеприимный край благодатный, ты расцветаешь добрый час. Самый родной и самый желанный, гордость России, мой Кавказ. Нашу дружбу укрепляет ни на день, а на века. А за честь его народа наши парни постоят. Для любви, для свободы, земли предков защитят. Синее небо, щедрое солнце, в скалах играют родники. Крепче народа, в руки согнутся, дружбою этой мы соединены. Гостеприимный край благодатный, ты расцветаешь добрый час. Самый родной и самый желанный, гордость России, мой Кавказ. Синее небо, щедрое солнце, в скалах играют родники. Крепче народа, в руки согнутся, дружбою этой мы соединены. Гостеприимный край благодатный, ты расцветаешь добрый час. Самый родной и самый желанный, гордость России, мой Кавказ. Дорогие друзья, в завершение нашего сегодняшнего вечера для вас еще раз выступает Али Димаев. Ваши аплодисменты! Еще раз, друзья, ну как можно было бы уйти, не спев еще для вас свои песни? Я бы хотел следующую песню предварить словами, поскольку и на чеченском в Ростове не все еще умеют говорить, но с сегодняшнего дня, наверное, будет курс открываться. Вот эта песня стала исторической. В истории каждого народа случались тревоги, радости, достижения, все было. И в этом мы не исключение. Но вот такая трагическая, тяжелая страница в жизни войнахов и ингушей и чеченцев произошла в 1944 году, когда ни за что, ни про что целый народ был выстрелен. И не только наши народы. Но это дела давно минувших дней. Тем не менее, мы слагаем песни в честь памяти людей, которые навсегда остались на чужбине. И
не смогли вернуться домой. И пусть судьба сведет нас всех в раю, и пусть ни один народ не постигает таких тяжестей. Мы хотим, чтобы в этой песне мы не плакали, а вместе с этой песней восхитились тем духом, который проявил наш народ в тяжелые дни выселения, не опустившись, не предав своих традиций, и с песнями и плясками все же вернувшимся домой, на земли своих предков. И вот пусть эту песню меня попросили спеть наши уважаемые войнаки, и я с удовольствием попытаюсь удовлетворить вашу просьбу. И вот нашим ростовским братьям эту песню, может быть, впервые вы слышите. Но это рок-баллада, которую я пою, может быть, не кровью, пою всей душой. И мы не будем плакать, мы будем просто помнить, и чтобы никогда таких страниц не было в нашей судьбе. Был
Счастья вам, родные. И теперь о грустном достаточно. Все истории, почти все истории мы сумели рассказать, но есть более приятный и веселый повод. Ну, я в школе нормально учился, не был и отличником таким, ботаником, но и двоечником я был. Девчат защищал со своего класса, когда с параллельного класса ребята слишком притесняли их снежками. Да и я к чему говорю? Ну, правила я учил. Есть у меня один друг, Рамзан его зовут, не тот Рамзан, который начальник, а такой гармонист. И вот он говорит, когда такая есть уменьшительная, ласкательная форма в языке, в любом. Это в ингуше, чеченском, ну и в русском языке. Вот он на телевидении выступал. И вот я там, мне такая мелодия пришла. Она такая, ну, как вам сказать, весельчатая. Потом добавил на весельчатой гармонике. Но, конечно, его экзаменовать я не могу, он гениальный исполнитель. Но тем не менее, я как скажу, весельчатая песня у меня сейчас такая пришла на ум. И я бы хотел, чтобы наши горянки, славные сестрички, которые здесь учатся и работают, которые в Ростове приносят пользу прекрасной Ростовской области. Вот. И одна из них такая есть, у меня памяти вообще нету. Я хотел бы назвать. Это сестра моего хорошего друга Танзила Рабханова. Вот и в том числе ей. И нашей очаровательной ведущей Залине Мархиевой. И в их лице всем славным моим землячкам, которые умеют и танцевать, и учиться, и работать, и еще очаг содержать. Это, знаете, не всякому дано. Мне хочется в вашу честь, и не только на 8 марта. 9 что у нас было? 9 мая. Не только на 8 марта. Хочется, чтобы каждый день вам мы посвящали свои песни. Я хочу эту песню посвятить всем нашим горянкам, но и тут же славным казачкам. Я в Ростове не один год учился, и знаю, они не менее красивые, не менее талантливые. В общем, все равно тоже горянки. И вам, мои славные горянки, от всего нашего такого мужского коллектива, заметьте, не только 8 марта, целовали и розочки твоей супруги, и всем вашим сестрам и женам от нашего мужского коллектива зажигательная горянка! Я скажу, выйдешь, хорошо? Я прослышу. Когда горянка вдруг выходит, и только руки разведет, со стройным станом ее спорят, вершины гор их полет. Со стройным станом ее спорят, вершины гор их полет. Танцор подтянут, что на струнках, в его движениях простор, и в танце огненном лезгинка ведет безмолвный разговор. И в танце огненном лезгинка ведет безмолвный разговор. Люблю я танец твой, горянка, и твой божественный наряд пленяет сердце без остатка твоих очей прекрасный взгляд. Пленяет сердце без остатка твоих очей прекрасный взгляд. А что не беда?
и в танец музыкой парит, дуэт поэму воплощаясь, как страстный диалог звучит, дуэт поэму воплощаясь, как страстный диалог звучит. Люблю я танец твой горянка и твой торжественный наряд, пленяет сердце без достатка твоих очей прекрасный взгляд, пленяет сердце без достатка твоих очей прекрасный взгляд. Чарует все нас в этом танце, здоров, свобода, красота. Вот так война и на Кавказе танцуют танец свой века. Вот так война и с казаками танцуют танец свой века. Очей прекрасный взгляд. Люблю я танец твой горянка и твой торжественный наряд, пленяет сердце без остатка твоих очей прекрасный взгляд, пленяет сердце без остатка твоих очей прекрасный взгляд. Ну, в Ростове всегда у меня душа гуляет. Гуляет, гуляла. Друзья, и пусть гуляет наша душа. Вы знаете, что вовремя на работу приходить надо, нам хорошо работать надо, друзей встречать надо, семью кормить надо, все надо. И мы понимаем, конечно, при этом, если будет жизнь наша мирной, доброй, когда меньше будет проблем приходиться ежегодно, когда дети растут, когда в стране все заладилось, когда люди ездят, когда не спрашивают регистрации, кто ты, откуда ты. Я россиянин, я ингуш, я чеченец, я из казаков буду, везде моя родина. И вот мне хочется, чтобы этот ход вещей никогда мы не сглазили, чтобы мирное небо, чтобы наши мамы и папы могли прослезиться только в одном случае, когда счастливы их дети. Вот такие, друзья мои, желания. И дай Бог, не последний раз мы в славном Ростове встретимся. И дай Бог доброго пути представительству Ингушетии и Чечни, и всех республик нашего государства в славном краю достойных казаков. Люба, Люба, Люба. Пусть будет мир. Давайте споем в честь этого гимна миру. Друзья, вас все сюда. Желающие могут нам подпеть. Серег, чуть микрофон дай сюда больше. Слушайте, люди планеты Земля, лидеры стран и религий, жизнь человеку однажды дана, душу вложил в нас Всевышний, разного
цвета, как в поле цветы. Любит земля, нас ласкает, нам она дарит все блага свои, к миру любви призывает. Обнимитесь, миллионы, чтобы сердце не болят, пусть улыбкою уморенный мир согреет доброта. Мгновенны, и на счастье рождены. Дети мы Адама, Евы, и по крови братья мы. Воистину! Аллахудин из Грузии. Время настало, сердца распахнем миру всеобщего счастья. Пусть торжествует всегда и во всем наша любовь и единство. Мы величаем на все времена заповедь нового века. Наша забота отныне всегда счастье и жизнь человека. Миллионы, чтобы сердце не болят, пусть улыбкою Мадонны мир согреет.